Рабочий день Николая Петровича начинается в 8 утра. Работа с документами, утренняя конференция, обходы, консультации, ежедневные сводки больных. Он и раньше работал в таком режиме. Но все изменилось в марте этого года. Теперь работать приходится на 2 больницы, а рабочий день может растянуться до 12 часов. Первоначально было развернуты койки и провизорные, и ковидные, они до сих пор работают сейчас. Значит, у нас здесь работа проводится бригадами врачей, медсестер и санитарок. То есть они работают отдельно от нашего основного персонала. Наш основной персонал то есть наша детская инфекционная больница находится сейчас по другому адресу, в развернутом в республиканском детском туберкулезном санатории здании на Покровском тракте. То есть мы работаем на 2 фронта. То есть на ковидный, то есть на коронавирус, и отдельно на свои детские инфекционные болезни. В его отделение привозят детей, у которых коронавирус уже выявили или только подозревают. Их гораздо меньше, чем взрослых, и большинство из них инфекцию переносят легко. Но если коронавирус объединяется с другими заболеваниями, имеющимися у ребенка, ситуация усложняется. В любом случае, маленькие пациенты требуют к себе особого подхода. В принципе, дети, они переносят это легче, если им объяснить. Если объяснить, что, в принципе, ничего страшного нет. Если объяснить, то есть с ними общаться хорошо и настроить на правильный лад. Поэтому, по идее, проблем не было. Бывали там мелкие моменты, когда были небольшие непонятки. Это мы все прошли. В принципе, мы сейчас работаем по налаженному ритму. За весь период с марта по сентябрь вирус COVID-19 перенесли около 230 детей, и 65 наблюдались как контактные. На сегодняшний день в спецотделении детской инфекционной больницы 9 пациентов. Тем не менее, врачи не теряют бдительности и контролируют наличие необходимых средств для лечения в случае второй волны пандемии. По средствам индивидуальной защиты, по расходным материалам, по медикаментам особых проблем не возникало, потому что мы уже заранее были готовы к этому. В процессе с апреля месяца до настоящего времени мы постоянно закупаем и пополняем наши запасы. Нам, в принципе, всего хватает. Сегодня уже точно можно сказать, что жизнь для большинства жителей планеты разделилась на до и после коронавируса. Кому-то придется менять работу, кому-то привычки, а большинству – отношение к происходящему. Многие медики сегодня надеются на то, что отношение государства и жителей страны к их профессии тоже изменится. Полина Долинская, Георгий Григорьев, Якутск.